В доме-интернате для престарелых и инвалидов ценят не столько вещи, сколько минуты человеческого тепла. Те самые мгновения, когда чувствуешь, ты не одинок, твой голос слышат, а историю готовы слушать без спешки. Именно такие минуты подарил постояльцам Леван Тодуа. Кто-то из жильцов сразу узнал в гости популярного шоумена, телеведущего, исполнителя песен. И на лицах тут же загорались радостные улыбки. Кто-то просто наслаждался живым разговором, а заветный автограф стал маленьким символом этой теплой встречи, напоминанием о дне, когда к ним пришли не по обязанности, а от души. Телевизор теперь станет поводом собраться вместе, обсудить новости, вспомнить старые фильмы. Чайники соберут их за одним столом, чтобы снова поговорить, посмеяться, поделиться тем, что накопилось на душе. А постельное белье и подушки подарят уют и спокойствие, в которых так нуждаются в зрелые годы. Для Левана делать добро не просто поступок, а естественное состояние души. У меня есть большая проблема у самого, я всегда и очень часто об этом говорю, я боюсь старости. И никто не может старости избежать, это физиология, к большому сожалению. И я был глубоко удивлен, насколько здесь идеальная чистота. Мне даже разрешили, показали кухню, как их хорошо кормят. Да? И это, наверное, заслуга и директора дома престарелых, и нашего государства. Здесь есть люди, которые 14-15 лет живут, и они говорят, это их родной дом. Они меня так тепло, радушно приняли. И я бы, пользуясь случаем, хотел бы сказать, что мы договорились с директором, что 1 сентября у них будет открытие какого-то нового корпуса. Они меня позовут, я бы хотел бы приехать с небольшим концертом и выступить именно для людей, которые здесь живут. Леван Тодуа уже 22 года живет в Москве. Он подчеркивает, что судьба Абхазии интересует его не только на словах. Он старается поддерживать земляков конкретными делами. Идея посетить дом-интернат для престарелых и инвалидов в Сухуме появилась у Левана 3 года назад. Как и обещал со сцены, часть средств от продажи билетов на шоу «Я пришел» он передал на благотворительность. Я хотел бы еще больше делать, но я не меценат, я всего лишь артист разговорного жанра, телеведущий, исполнитель. И когда у меня появляется возможность, как и я сказал со сцены Абхазской государственной филармонии, что часть денег после затрат пойдет на благотворительность. Я это сделал. Для меня это важно. Так я хочу, меня никто не просил, мне никто не сказал, что я должен сделать. Я никому ничего не должен. Это состояние моей души. Я хочу, я это делаю. И в следующий год тоже обязательно он будет благотворительным. Скорее всего, наверное, я приеду тоже с какой-то миссией, с какими-то небольшими подарками. То, что в моих силах будет именно для дома престарелых. Это очень важно, когда ты умеешь услышать, потому что зрители и люди, вообще артиста принимают вот в лучах славы, аплодисменты, софиты. Нет, я немножко, когда все это заканчивается, когда гаснет свет, когда выключаются софиты, перестают аплодировать, я тогда задумываюсь о каких-то глобальных проблемах, которые бы я мог бы чуть-чуть решить, чем-то помочь. И я всегда прошу Бога Господа, дай мне столько денег, чтобы я мог еще больше делать именно для своей исторической родины, именно для Абхазии. Даже маленькое добро способно изменить чей-то день, а иногда и всю жизнь. Этот визит стал не стремлением к самопиару, а искренним жестом доброты, небольшим примером, который, возможно, вдохновит и других. Директор дома-интерната Анна Кварча поблагодарила Левана за оказанную поддержку. Учреждение социальной направленности, и поэтому каждая помощь, и маленькая, и большая, нам очень важна, потому что у нас очень много тяжелобольных людей, и поэтому я благодарна всем людям, которые приходят с подарками. Но сегодня, конечно, я хочу поблагодарить Левана Тодуа. Это была его личная инициатива прийти с подарками нам. Конечно, огромное ему спасибо за это, и пусть таких, как он, будет у нас в Абхазии больше. Он еще обещал прийти к нам с концертом попозже, мы будем с удовольствием его ждать. Этот визит оставил в стенах дома-интерната для престарелых и инвалидов особый свет. Пусть день сменится ночью, а будни вновь пойдут своим чередом. В памяти людей надолго сохранятся тепло этой встречи и мысль о том, что доброта всегда находит дорогу к сердцу. Шазина Ханагуа, Лилиан Маршан, Абхазское телевидение.